Далее в программе из новостей финансов. В Казахстане хотят ввести налог на роскошные автомобили. Эти требования выдвинул простой народ по отношению к блогерам, которые те, в свою очередь, рекламируют роскошь. Всем добрый день, меня зовут Заир. Как вы поняли, сегодня я буду на этом Дамасике помогать своим подписчикам развозить необычный, неординарный, в то же время интересный груз. Так что не переключаемся, смотрим, будет интересно. Поехали. Открываем ворота, приехала суета. Короче, вот мы на Дамасике едем. Чисто на комфорте. Первое ощущение, я вообще думал, она из 100 где-то на 30 баллов тянет, но она из 100 на данный момент тянет баллов на 70. Произошло мои ожидания. Короче, приехали грузить салон от Нивы. Короче, я не знаю все грузы, но говорят, один из грузов слишком интересный. И мы загрузили сюда 2 сиденья передних и заднее сиденье. Отвезем сейчас на перешив. Но они спокойно сюда залезли. Еще можно сюда даже людям сесть. Пацаны загрузили сюда салон от Нивы, хотя сюда могла поместиться вся Нива, но они отказались, к сожалению. Так что поехали мы с точки А в точку Б. Навороченный такой, мощным блатной, турочный кара, супер колонка, сабвуфер. Ништяк, мана, чики-пуки. Все, кто любит рэп, ну-ка поднимите руки, ну-ка поднимите руки. Все, кто ценит рэп. Короче, грузим 3 комплекта дисков и едем дальше. Вместимость хорошая у нас. 3 комплекта в легкую залетели. Можно даже еще больше. Так, у нас получается, сейчас мы везем 3 комплекта дисков. Вес машины существенно прибавился. И, соответственно, машина перестала скакать. То есть, как я говорил ранее, у нее за счет того, что зад пустой, на кочках он прыгает. Грузоподъемность, по-моему, 450 килограмм. Музычки не хватает нам. Ну, так как машина новая, здесь магнитофон не стоит. Чисто машина для бизнесмена. Здесь жалко, нету беспроводной зарядки, я так закинул сюда. Все. Видишь, со всех сторон здесь доступ есть, короче, чтобы с кайфом доставку делать. Захотел отсюда, захотел оттуда, достал. 5 звезд поставишь. Короче, мы дальше едем. Как мне говорят, на очень серьезный заказ. Мне понравилось. Пойдем сделаем такой мини-экскурсию по машине. Так, хотел бы сделать такой мини-обзорчик, покатавшись на этой машине около 3-4 часов. В целом, начнем с того, что это машина 21 года, 38 лошадиных сил. Грузоподъемность рекомендуемая 450, но я в интернете почитал, до тонны он смело поднимает. Разгон, сразу скажу, 1-я, 2-я, 3-я скорость, прям хват сильно. 4-я скорость уже, не такой хват. Когда автомобиль пустой, он немного прыгает, потому что очень легкий. А когда ты его грузишь,
то есть сразу автомобиль становится более управляемый. Чем больше его загружаешь, тем он более уверенно едет. Так, у нас здесь механическая коробка передач с объемом 0,8 литров. Он имеет бак около 40 литров и 8,5 литров на 100 километров он ест бензина. Это в смешанном цикле. В целом все очень просто. Ничего усложняющего здесь нету в нем. Так, кондиционера у нас нету, есть печка. Мне больше всего нравится задний кузов. То есть здесь есть у него, получается, 3 двери, 2 сторон и задняя дверь. Это очень удобно для перевозки. Даже в моих предыдущих доставках мы загрузили и сзади, потом места не было, мы загрузили и с боковых дверей. Автомобиль на свои деньги, то есть вытягивает на все 100%. Чисто для кого бы такой автомобиль можно посоветовать, это для компаний, которые постоянно пользуются там, логистическими услугами. Вот. А мы поехали дальше. В принципе, все вам рассказали. Едем на следующий заказ. Мое сердце с тобой только знает покоя. Так, приехали за очередным грузом. Какие-то там коробки сказали непонятные. Я надеюсь, что не тяжелый груз. Приветствую тебя. Короче, вот наш последний груз. Вот коробка у нас. Все, забираем коробку. А что, ее заскочевывать не надо? Не надо? Так, а посмотреть можно, что внутри? Все, давайте посмотрим. Это что такое? Анаконда, что ли? Да, нет, перестань, чё. Я девушек на руки не беру, брат. Ни в коем. На шею тем более. На шею, посмотришь, на голову залезет. Ты посмотри, как она на меня смотрит. Ей что-то уже надо от меня. Я тебя увезу, где нас ждет вечный рай. Я умру без тебя, меня нету, ты знаешь. Зайр, что-то мне кажется, ей холодно сзади. Давай ее вперед, наверное. Давай, только аккуратно, я боюсь их. Давай уже в обратку ехать, пока она меня не задушила. Всем салам алейкими, мои родные, шабутные, озорные, козырные, отрубные, копченые, в кастрюле вареные, в микроволновках печеные. Всем входящим, исходящим и косо смотрящим, и наших любимых WhatsApp звонящих. И змея носящих тоже на шее своей. Поймет и страдания, и боль ощутит. Че, все, доставка пришла. Это наш был последний заказ. И я думаю, это самый дикий заказ. Поэтому мы делаем подарок. За такой дикий заказ доставки, я думаю, это тебе подарок. Спасибо от нас. Спасибо тебе большое за ощущения такие. Держи. Вот. Кстати, хотел еще пауков человек доставить, но пауки там были в стеклянной коробке, еще что-то. Я думал, побоялся, что они разобьются, короче, и салам. Все, спасибо тебе большое. Давай, удачи. Разводи, развивайся, развивай свой бизнес. Так, на этом наша развозка закончилась. Хотел бы сделать короткое резюме. Сегодня поездили более чем 100 километров на данном автомобиле. Я понял одно, что очень удобно в плане грузоперевозки по городу. Машина компактная, парковаться можно в любом месте. Грузоподъемность тоже впечатлила. Какие доработки я бы сюда сделал? Музыка, но здесь сразу понятно, он с завода не идет, магнитофон, но сюда можно установить, это первое. Кондиционер, скорее всего, он здесь по-любому нужен будет. В целом автомобиль выполнил все свои функции, чем я и доволен. Вот. А вам спасибо за просмотр, спасибо за ваше участие. Всем желаю удачи. Пока.